Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сейчас 7:30 вечера, и я пойду гулять. Пройдусь немножко, километров 3-4. Погода у нас очень даже хорошая, 12 градусов мороза. На улице тихо, без ветра. Дети сидят, уроки делают. Я хочу немножко прогуляться. Сегодня я пеку хлеб, каравай свой любимый. Пока поднимается хлеб, сейчас время где-то около часа пройдет. Айдате, мои хорошие, возьму вас на прогулку, на вечернюю прогулку. Вечерняя прогулка особенно полезна. Сегодня я решила печь хлеб на хмелевой закваске. Вот пока поднимается у меня, еще время есть. Пойду прогуляюсь. А здесь у меня бардак. Начинаю составлять отчет на детей. Каждый год мы вот так сдаем отчеты, сколько мы деньги получили, сколько мы расходовали. Вот, и вот так приклеиваем накладные, чеки. Вот, тут очень много. Очень много. Это мой черновик. Ну вот, мои хорошие, пошлите прогуляемся. Очень люблю сушить белье на морозе, на улице. Принесешь домой, такой запах будет ароматный. Гирлянду мы пока не убираем. Будем любоваться красотой. Все равно приятно. Какая красота. Все тихо. Вон звездочки. Но их мало почему-то сегодня. Но их видно. Видите, мои хорошие? Их мало. Возьму-ка свои палки скандинавские. Немножко поснимаю, потом буду ходить с палками. Вот они, мои хорошие. Они мне здоровье прибавляют. С палками действительно удобно. Не скользит. Не боишься, что скользнешь, упадешь. Как я сильно хлопнула. Никто ничего не пишет. Сейчас письма не пишем. Сейчас получаем только платежки. Ну, красиво же, да, мои хорошие? Вот так. Ну что, пойдем прогуляемся. Дороги чистые у нас. Посмотрите, какая красота. Всегда чистят. Без проблем. На улице свежо. Морозная свежесть. Действительно, вот в такое время надо дышать свежим воздухом. Все равно у нас ни заводы, ни фабрики нет здесь рядом. Все равно воздух намного чище.
чем в городах. Здесь у нас перекресток. Вон там организация ДСУ, дорожное управление. Вон там больницу, видать. Видите свет, где много горит? За больницей школа. Видите, как нам близко школа. Мусор мы сюда кидаем. На улице никого нет. Очень тихо, даже собаки не лают. Что-то я не слышу, чтобы собаки лаяли. Куда все собаки подевались? Когда мои дети были маленькими, у нас собака была. Не только у нас, у всех. Тузик, Шарик, Акбар. Ночью они все лаяли. Хором прямо. Иногда по ночам спать не давали. Если кошки лазили там, ну, конечно, им спать не давали. Собаки поэтому лаяли. Что-то сегодня никого нет на улице. Как спокойно, движений нет, никого на улице нет, ни толпы, ничего. А в городах ведь не так. Не отдохнешь от души вот так. То машины ездят, то людей много, то еще что-то. Вот одна машина проезжает. А вон там, видите, светится разноцветный свет. Там наш бассейн. Вот больница. Это начало только. Больница вон до туда. Ой, как хорошо. Воздух такой хороший. Я зиму люблю, конечно. Из-за того только, что свежий воздух. Но одеваться не люблю. Иногда летом, когда сильно-сильно жарко, тяжело уже будет дышать. Солнышко печет. И тогда думаешь, вот бы сейчас зимушку в зиму. Воздух был бы холодный, свежий. Люблю весну и лето. Котельные больницы топят. Да, уже еще 1,5 месяца пройдет, и будет весна. Ползимы уже мы жили. Осталось еще ползимы. Очень жду весну. Вот наш магазин «Ласточка». Вот здесь раньше была у нас общая баня. Потом здесь сделали зубную поликлинику. Пока не знаю, что здесь. Но уже ремонт давно делают. По-моему, уже 2 года ремонт делают. Кто-то говорил, что будет светофор. Не знаю, что-нибудь да будет. Пусть работают, пусть что-то будет. Вот второй конец больницы. Здесь раньше был на 2-м этаже роддом, а сейчас закрыли, там гинекология. А роддом у нас в городе. 60 километров отправляют рожать.
Конечно, очень хорошо было, когда здесь рожали. На первом этаже прием-покой, рентген, УЗИ. А на третьем этаже хирургия. Здесь пищеблок. Но у нас готовят очень вкусно. Я в больнице лежала. Готовили очень вкусно. Вот здесь у нас лаборатория. А на втором этаже бухгалтерия. Вон там скорая. Вот это первое крыло скорая. Потом детская поликлиника. На втором этаже я не знаю, что не было. Там сзади еще здание есть. Там терапия. Вон там здание видно. Света нет там, двухэтажное. Там поликлиника. Видите, у нас больничный городок большой. Вот лаборатория. Хирургический корпус на третьем этаже. А вот здесь вот прием-покой. У нас травмпункта нет, поэтому приходят все сюда. Если кто-то заболеет тоже с чем-нибудь, травмой, кто-то если получит, все приходят сюда. Прием-покой, а вот здесь реабилитационный центр. Здесь дети-инвалиды лечатся. Очень, конечно, хвалят, что работают профессионалы, что для этого, для лечения все аппараты, все есть. Березы, елки. Охотничное хозяйство «Бобер». Тоже имеется гостиница. Ну и вот. Покажу сейчас я вам красоту. Посмотрите, какая елка наша красивая. Районная елка. Очень красивая. Здесь же с этой стороны кафе «Амазонка», гостиница. Там почта, дальше милиция, полиция, то есть нарсуд, администрация и так далее. Телеграф. Люди приходят здесь, играют детишки, приводят своих детишек. Посмотрите, какая красота. Ой, елочка. Яңа ел менән. Написали на башкирском языке. Хәерле кич, минем матурларым. Сезне дә сәламләп үтим әле, үпкәләп куюгыз ихтимал. Менә мин сезне кичке прогулкага алып чыктым. Әзрәк кенә йөреп кайтыйк. Саф һавалар иснәп, исәнлекләребезне арттырыйк. Сезгә дә исәнлек, саулык телим. Вот, красота. Дворец культуры. Красота.
Ну вот, мои хорошие, я прогулялась целый час, и хлеб у меня поднялся. Я сейчас поставлю духовку. А вот и мой хлеб, мои хорошие. Идите с нами чай пить. Посмотрите, какая вкусняшка. Мои дети очень любят такой хлеб. Хлеб на хмелевой закваске. У меня есть ролик, где я готовлю закваску на хмелю и где я пеку хлеб такой каравай. Вкусный. А запах очень даже вкусный, ароматный. Аромат на весь дом. И теперь пора мне отдыхать. И вам тоже всем спокойной ночи. Benim akıllılarım, bana minni temni ekmek pişirdim. Sizni de aşatıp göresim kile. Temniliğin, tatlılığın bildiresim kile. Hayırlı tün maturlarım. Тыныш йокы сезгә. Тәмле төш күрегез. Всем пока-пока. До следующих встреч. Келесі очрашканга хәтле. Доброе утро, мои хорошие. Продолжаю свой ролик снимать уже утром. Готовлю своим любимым внукам завтрак. Они уже встали, заправляют постель, умываются, собираются в школу. Я сейчас сделаю им омлет. Сделаю очень простой омлет. Когда дома есть помидоры, овощи, я, конечно, или колбаса, я, конечно, делаю омлет с чем-нибудь. А сегодня у меня дома есть молоко, яйца. И сделаю очень простой омлет. Хлеб вчера я пекла. Очень даже вкусный. Аромат на весь дом. Даже чувствуется, что на улице тоже, что дома печется хлеб на хмелю. Вот я уже разрезала детишкам. Будут кушать вкусный хлеб. Вот обрадуются. Вот я уже им приготовила. Такой вкусный, ароматный хлеб. Да, кто-то может подумать, что я очень толстый хлеб режу. Это по-деревенски, мои хорошие. Ребятишки сидят. Сегодня тоже на улице минус 17 градусов мороза утром. Ветра нет, но мне кажется, как будто тепло. Не ощущается, что минус 17 градусов. Если ветра нет, всегда кажется тепло, хотя морозы. С вечера я вот такой термос заливаю шиповник. Утром они пьют у меня шиповник. Шиповник кладу, сколько мне надо, и заливаю всегда кипятком. Отстоится до утра, без сахара, без ничего. Я бы, конечно, сразу и сахар положила бы, но мне сахар нельзя, поэтому без сахара завариваю. А утром мои дети с удовольствием пьют.
Это, конечно, полезно, витамин С, там еще какие-то витамины есть. Мне кажется, когда кипятишь шиповник, витамины не остаются. Не знаю, мне кажется так, может, я не права, но я всегда завариваю. За ночь отстоится. Очень даже вкусно получается.